Бывшие работники дома престарелых сегодня вышли на митинг с требованием отставки директора. По словам Мейрим Ибраимовой, нынешний руководитель учреждения устраивал неоднократные гонения на них, лишь из-за того, что они были в хороших отношениях с прежним директором. И именно из-за этого у нее поднялся сахар в крови. Козубаев, как только стал директором, на нас начались гонения с его стороны. Постоянно угрожал, распускал слухи про нас. В конце концов уволил нас из-за того, что мы были в хороших отношениях с прежним руководителем учреждения. Я считаю, что это несправедливо с его стороны. Бывший подопечный дома престарелых утверждает, что его директор выгнал еще 22 апреля нынешнего года. По его словам, как только он узнал о том, что гуманитарная помощь, оказываемая со стороны государства и различных благотворительных организаций, распределялась не по назначению, за ним начались гонения. Я там проживал на протяжении 10 лет. В этом году новый директор выгнал меня. Когда прибывала гуманитарная помощь, я говорил руководству, что нужно отвезти все на склад, но меня проигнорировали. Далее я стал свидетелем того, как охранники вывозили на машинах товары, предназначенные для подопечных дома престарелых. Видимо, из-за этого я впал в немилость нового руководителя. Далее за комментарием мы обратились в Бишкекский дом-интернат для престарелых, где нам сообщили, что многие уволенные сотрудники не один раз поднимали данный вопрос, в связи с чем была создана межведомственная комиссия, состоящая из правоохранителей и министерства. По словам директора Адильбека Козубаева, все бывшие сотрудники учреждения уволились по собственному желанию. Никто не устраивал гонения за ними, никто их не принуждал к этому. Даже в мыслях такого не было. Они ушли по собственному желанию. Причину они сами хорошо знают. Наша главная цель – здесь мы не занимаемся воровством и не дадим никому воровать. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к недовольным. Несколько раз была очная ставка в присутствии членов комиссии. На тот момент они признали вину. Если они скажут, что это ложь, мы готовы предоставить доказательства. Между тем, статс-секретарь Министерства труда и социального развития Каныбек Адиев рассказал нам, что после скандального увольнения бывшего директора дома престарелых и назначения нового не утихают скандалы вокруг этого учреждения. Сейчас же есть информация о том, что были уволены 24 сотрудника. Была создана межведомственная комиссия, где руководителю дома престарелых был объявлен выговор. Сейчас создана межведомственная комиссия, и на этом основании будем ждать решения. А насчет недовольства бывших сотрудников со стороны министерства ведутся работы. Хочу подчеркнуть и тот факт, что многие из них были уволены по собственному желанию, и некоторые по статьям, а у руководителя есть свои аргументы по данному делу. Думаю, в скором времени мы поставим точку в этом вопросе. Отметим, новый директор Бишкекского дома-интерната для престарелых был назначен в конце 2019 года, после увольнения по статье Трудового кодекса прежнего директора. Азамат Кинжешев, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.